Здравствуйте, уважаемые телезрители! Новое лицо в таджикском футболе. Совсем недавно стало известно, что главный тренер футбольного клуба ЦСКА «Памир» Рустам Хаджаев покинул свой пост, и на его место назначен новый главный тренер, 61-летний специалист из Украины Сергей Жицкий. Спасибо большое, что согласились на интервью с нами. Это будет больше информативное интервью, ознакомительное. И давайте сразу быка за рога. Как вы оказались в Таджикистане? Честно говоря, я сам не очень понимаю до сих пор. Началось все с того, что один из моих воспитанников, Артем Барановский, был приглашен в Истеклол и выступал определенное количество времени, став и чемпионом, став финалистом Кубка АФК и так далее. Затем так получилось, что еще один мой воспитанник, Дмитрий Бондарь, был приглашен и попал в команду Худжанства. В прошлом году стал серебряным призером чемпионата. Я общался с теми или иными руководителями, так сказать, там есть какие-то агенты, которых очень много, в общем-то, в футболе. Ну и так получилось, что на каком-то этапе определенном мы связались с господином Давлатовым, и, в общем-то, сначала в плане обсуждения, а потом мне было предложение. Я не хотел бы там тонкости раскрывать, предложение такое и в коммерческом плане было очень скромное, но для меня было важнее то, что есть возможность... Новый вызов? Новый вызов, да, новое государство, совсем другой менталитет, совсем другие подходы и к жизни, и к футболу. Я какие-то книжки читаю, смотрю, там, общаюсь. Вот такое дело. Естественно, я тот тренер, который интересуется жизнью своих воспитанников. Я и у Артема, и у Дмитрия интересовался, каким образом все есть, поэтому как там минимально был подготовлен. Ну, когда мы согласовали какие-то действия с господином Давлатовым, все, в общем-то, стало так, что я дал добро и прилетел. Вот такая вот. Тем более, извини, я вас перебью. Знаете, когда таджикский футбол и жидский тренер, оно как-то близко. Звучит близко, да, но звучит, ничего близкого другого я в этом не вижу. Да. Про свой нынешний клуб вообще что-нибудь знали про ЦСКА «Памир»? Как он играет, ну, какие достижения, как выступает в этом сезоне? Я же человек взрослый, только знал, что в 80-х, во второй половине 80-х годов «Памир» ЦСКА выступал в чемпионате. Были достижения, наверное, скромные, но они были. Футболисты, в общем-то, известные, таджикские в основном. А о клубе очень мало знал, просто мало. Уже здесь много знал, кто был, кто прошел школу и так далее. Думаю, теперь вы понимаете, что какая обстановка в клубе. И специально для телезрителей хочу отметить, что сейчас по прошествию 10 туров высшей лиги Таджикистана ЦСКА, имея 6 баллов в активе, занимает последнюю строчку. Вы знали до приезда, что ЦСКА «Памир» находится... И почему согласились перейти в клуб, который играет не совсем удачно в этом сезоне и в последние годы также не совсем удачно выступает? Знаете, не говоря о каких-то чрезмерных амбициях, я понимаю, что, опять же, через своих воспитанников, понимая и зная уровень, я как-то дал добро легко, потому что я считаю, что у нас получится сделать все так, какие задачи передо мной поставило руководство. То есть, руководство тоже не ставит задачи быть там конкретно первым, вторым, третьим. Они говорят, что минимальное место для нас должно быть 6-е, то есть мимо зоны вылета или стыковых игр. Но, само собой, разумеется, все максималисты, я, наверное, такой же, хотя уже взрослый, больше реалист, но все равно в любом случае, если участвовать в соревнованиях, просто для того, чтобы участвовать, какой смысл в этом? Нужно максимально показать результат. К тематике ЦСКА мы еще вернемся и таджикского футбола. Давайте поговорим немножко о вас. Готовясь к интервью, обычно любой журналист копается в сетях, в интернете, но про вас мы почти ничего не нашли, за исключением вашей тренерской деятельности. Расскажите про себя. Что конкретно вас интересует, скажите, что? Все самое значимое. Начнем с того, что вы не были профессиональным футболистом. Нет. Это в современном мире очень редко происходит, когда не футболист становится тренером. Кем вы работали до того, как стали тренером? Я еще начиная со школьного возраста, занятий в спортивной школе, ДЮСШ, как это было в Советском Союзе, и поступив после 10 класса в институт, у меня была одна мысль стать тренером.
те тренеры, которые у меня были, потому что, знаете, не везде секции футбольные были, а вот, так сказать, профессиональных там спортивных школах не в каждом городе было. Была легкая атлетика, были другие виды спорта, игровые, а футбола, в частности, не было. Я родился в шахтерском городе небольшом, там, где сама структура города такова, что это шахтные поселки объединены, город включает в себя шахтные поселки. На одном из таких шахтных поселков я был. И занимаясь в спортивной школе, тренер еще обратил внимание, говорит, что у тебя может получиться быть тренером. И как-то и его пример был такой заразительный, что я поступил в институт с первого года и учился, нескромно сказать, нормально учился, получил образование и, в общем-то, с одной мыслью работать и быть тренером. А потом, как это было в Советском Союзе, было распределение в школу, потом служба в армии. Я в Казахстане, кстати, служил не так далеко отсюда. И после этого была работа в большей степени в спорте, но в организаторском. Я работал руководителем физвоспитания в горном техникуме, потом в молодежных структурах занимался спортом, кожаным мячом, в основном и так далее, и так далее, и так далее. И потом на каком-то этапе так уж стало, что 90-е годы такие были непростые. Я параллельно занимаясь организаторской спортивной работой, был еще там какой-то немножко и коммерческие какие-то были там такие пробы. Ну и потом я опять в конце 90-х годов вернулся в эту структуру, пошел работать простым тренером. Коммерция не удалась? Да не знаете, что-то удалось, а что-то, как это, душа попела о другом. И я пошел работать в Донецкое высшее училище Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Кстати, с Сергеем Бубко я знаком еще с того времени, когда он в 1983 году стал чемпионом мира первый раз. И с братом его Василием. Кстати, с Василием я встречался в Донецке буквально, может быть, месяц-полтора назад. Вот такая история. И с того времени я проработал, чтобы не соврать, наверное, 15 или 17 лет в высшем училище Олимпийского резерва. А потом, когда у нас началась война, и многие футбольные клубы выехали из Донецкой области, меня пригласили, был такой клуб «Макеев-Уголь», и он переехал в город Никополь Днепропетровской области. И получается так, что, мягко говоря, было печальное зрелище. Команда занимала последнее место. Тоже многие ушли, многие уехали, знаете. И мне единственное, что я поставил условие, что я готов взять своих футболистов, тех своих воспитанников, которые были на тот момент. И получилось взять. Второй круг мы заняли 5-е место и общее 10-е. То есть вылезли с этой ямы. Кстати, похожая ситуация, которая с ЦСКА. И вот так вот получилось. А после этого, опять же, через своих воспитанников меня пригласили в Грузию, в город Зугдиди. И что самое интересное, вот это, наверное, какая-то судьба в том числе. 18 команд было, команда была Одиши на 17 месте. Мне удалось выиграть второй круг с ребятами и занять общее 5-е место. Это хороший результат. Вот так получилось в жизни. То есть ситуация, в которую вы попали с ЦСКА, для вас не нова. Абсолютно, вы правильно подметили. Давайте обратимся в интернет и посмотрим, в каких клубах вы работали как главный тренер. Так, Хмельницкий, Никополь, Олимпикор, это все украинские клубы. Да. И Одиши 1919, да. Это Грузия. Грузия, Зугдиди. Да. Но все эти команды так или иначе выступали не в самых высших дивизионах своих стран. Правильно говорите, да. А не было предложений, не знаю, говорить, что Шахтер и Динамо, ладно, Днепр. Вы знаете, нет. Из других таких средних клубов высших лиг. Украины, Грузии или других постсоветских стран. Знаете, в Украине очень плотная ситуация с тренерским составом и с клубами, которые существуют. Там не практически, а все клубы частные, там все гораздо сложнее. По Грузии у меня были предложения, я в прошлом году был в Руставе. Меня приглашали, так получилось. Было определенное несогласование по той работе, которая должна мне быть. Я там был какое-то время, и потом мы не нашли общего языка, я улетел оттуда. Вот так. И я пошел учиться на категорию А выше. УЕФА. УЕФА, да, я пошел учиться в центре УЕФА, АФК здесь, УЕФА в Украине. И я как раз учился, и учитывая то, что Донецк это сложный регион в том, чтобы выезжать на сессии, меня пригласили в Хмельницкий, команда, которая хотела заявиться в чемпионате Украины. Мы с ними выиграли то, что они там планировали, и заявились в чемпионат Украины как есть. Я как раз в это время отучился и, в общем-то, получил категорию А. Вот такая судьба.
Насколько вы целеустремленный человек, как вы считаете? Ну, мне сложно о себе как-то говорить, но, Начатое доводите до конца или нет? ну, в общем-то, стараюсь. Вот я вам по клубам показал. Вот смотрите, какая ситуация. Неудобно якать, я не очень люблю Давайте эту тему. обратимся просто в другую ситуацию. Смотрим. Футбольный клуб «Никополь» занимает последнее 14 место по итогам первого полугодия сезона 15-16. Да. И вы подаете в отставку. А, Давайте разберемся. Вы тут- действительно подали в отставку или вас заставили подать в отставку? Знаете, есть вещи, которые, в общем-то, не очень хочется говорить, не потому, что я этого стесняюсь или боюсь. Знаете, как бывает? Вот, если вы нашли второй круг 2015 года, где после 17 игр у Макеева-Угля было одно очко было всего лишь, и команда безнадежно, все знали, что она улетит. И нам удалось сделать так, что команда заняла 10 место из 16 клубов. Но потом, как бывает, знаете, команда Никополь, а руководство осталось с Макеева-Угля. Денег нет ни с Макеева-Угля, нет ни с Никополя. А когда мы удачно выступили, и 8 человек сразу пригласили ведущие клубы второй лиги и первой, а руководство просто сказало, что ну у тебя же получилось, опять набери пацанов, и все получится. И получилось то, что получилось. Говорю, так же вы же мне обещали одно, вы просто сделали, ну, мягко говоря, неправду. И после меня пришел очень известный футболист Сергей Валяев. Да, Да. 37-летний. Да, это, кстати, воспитанник Донецкого высшего училища Олимпийского резерва, мы хорошо знакомы. Вот так. Он пришел, ему пообещали много, сделали то же самое, и он быстренько тоже ушел, потому что ну, слова расходятся с делом. Нельзя выступать в чемпионате Украины и чтобы играли 10-11-классники. Такого ну, не бывает. Нельзя обманывать судьбу. Не бывает такого. Просто не бывает. И обманывать не надо. Значит, вы с ЦСКА дойдете до конца. Ну, те задачи, которые поставлены, со мной были честны. Говорят, нам нужно, чтобы вы заняли место не ниже 6-го, выполнили функцию, и после этого мы будем вести переговоры. Я сказал, да, никаких там разговоров далеко идущих я вести не буду. Хорошо, теперь опять вернемся к теме ЦСКА. И смотрите, вы в курсе, что в ЦСКА в последние 2 года проработало 4 тренера? И 4 тренера, которые не самые последние люди в отечественном чемпионате. Вас это никак не Я смущает? тонкости такие не знаю. Я знаю 2 тренера, которые там быстро. Я так далеко не знаю. Нет, Ну не хорошо, знаю. последний Я просто знаю, что в 2017 году команда была бронзовым призером, тем не менее. Последний год клуб нанял 2 тренеров. Они опять подали в отставки из-за неудовлетворительных результатов. Либо же их заставили подать в отставку, мы этого точно знать не можем. Но по официальным данным они подали в отставку. Но 2 года, 4 тренера. Это в футболе нормальная вещь? Ну, наверное, допустимо, но я считаю, что ненормально. Нет, ненормально. Ненормально. Вы не думаете, что вас постигнет та же участь? Как было и с другими? Вы знаете, я, если честно... Просто смотрите, обычно любому специалисту для того, чтобы достичь желаемого результата, нужно время для адаптации, для того, чтобы он собрал свой состав. Несмотря на то, что клуб тот Манчестер Сити, Барселона, неважно, любой тренер приходит и требует время для адаптации. Тот же самый Хосеп Гвардиола никогда не дает гарантий в первый год своей работы. Он говорит, мне нужно время, потом требуете результат. А вы же, в свою очередь, подписываете, согласно полученной нами информации, краткосрочный контракт на 6 месяцев. Вы уверены, что за 6 месяцев вы управитесь? Но для того, чтобы подписать на более длинный срок контракт, необходимо команду оставить в высшей лиге изначально. То есть, идя вперед, смотри под ноги. Я так понимаю. Сначала нужно выполнить программу минимум. И мне откровенно сказали, если вы выполняете программу минимум, и мы выслушаем все ваши предложения, и на наши интересы сойдутся, мы готовы предложить вам, в общем-то, новые условия. Мне откровенно было сказано так. Новый долгосрочный контракт. Да. И вы согласились? И я согласился на то, что я сказал, я сначала сделаю эту работу, вы посмотрите на меня, вполне тут же важно, какие коммуникации есть человеческие, профессиональные, знаете, есть какие-то ментальные вещи, которые не всегда понятны, приятны, им можно, в общем-то, перебороть себя в том, чтобы, в общем-то, на них не обращать внимания. Потому что, как и в любом клубе, есть, знаете, ну такое бывает, так вот, я не хочу обижать, так сказать, ни страну, ни клуб, никого, но есть футболисты, которые, ну, каким-то образом оказались в команде, а каким никто не знает.
А что вы собираетесь делать с такими футболистами? Я найду работу, что люди заплачут и уйдут сами. Посадите просто на лавку? Нет, ну работа будет. Везде же конкуренция. Ну везде конкуренция. В жизни конкуренция. Такие условия поставило вам руководство ЦСКА, а какие условия вы поставили перед ними? Я поставил единственное условие, чтобы в мою работу не вмешивались, в профессиональную работу не вмешивались никто буквально. И до сих пор это, в общем-то, выполняется, никаких проблем у меня с этим нет. Заведомо зная, что пригласить кого-то на очень скромный бюджет, но это нереальные вещи, мы нашли компромисс, что найти возможность, в общем-то, по этому бюджету пригласить там несколько человек с тем, чтобы мы точечно могли усилить в такое короткое межсезонье. Я тоже поработал в юношеских, в детских, в молодежных структурах. Понимаю, что для того, чтобы было бы гораздо, то есть я хочу сказать следующее, было бы гораздо лучше, если бы я начал работать в декабре, мягко говоря, а чемпионат начался в апреле. Это да. Но не всегда получается так, как хочешь. Я наблюдал за тренировками, за сборами команды в декабре, в январе. И поверьте мне, если бы вы тогда пришли, то ситуация, я думаю, не сильно бы изменилась. Команда тренировалась с 5-6 основными игроками и полностью дублирующим составом. Что бы вы тогда сделали, если бы вы были здесь с таким составом? Вы же привыкли Знаете, работать с командами, у которых нет основного состава, и подтягиваете молодежь. Безусловно, я знаю, что делать. Но вся ситуация в том, я не могу говорить, что бы я делал. Я делаю сейчас, по крайней мере. И тот результат, который я вижу даже за эти 2,5 недели, он же не может быть, обманывать тебя не надо. Нельзя научиться за 2,5 недели того, чему люди не научились за 15 лет. Но нельзя себя обманывать. Но структурно подходя, организационно подходя к поставленной задаче, люди, футболисты те же говорят, что нам все понятно, что вы говорите, нам понятны требования, нам понятна та нормировка упражнений, которая существует. До этого было по-другому. Я не спрашиваю, не хочу говорить плохо о тех тренерах, которых я не знаю, я не буду это никогда говорить. И я даже у них не спрашиваю, как там было. Я ни одной человек спросить, как там было, как вам нравится. Мне это не надо. Не то, что мне это не интересует, это неэтично, я не хочу туда лезть. Любой главный тренер, приходя в новую команду, приводит с собой новых игроков, то есть своих игроков. Насколько это правда? Так часто бывает, да. А украинский вратарь, который приехал сейчас в ЦСКА, Это, ваш воспитанник? скажем так, это не мой воспитанник, это воспитанник моего очень близкого мне человека-тренера, который работал тренером в Донецком Металлурге по вратарям, работал в Заре Луганской по вратарям, сейчас работает в системе Академии Шахтера с Ю-19 вратарями. И это один из его воспитанников, который в то время был. Мы очень плотно работали, в Донецке был Шахтер, был Металлург, было училище Олимпийского резерва, это детско-юношеские структуры, играли в высшей лиге чемпионата Украины. Рядышком был Мариуполь, который тоже в Донецкой области, который тоже играл. Рядом была Заря, и рядом был Алчевск, такой большой кусок, где все команды играли в высшей лиге ДЮФЛ. Поэтому мы знаем хорошо друг друга, в том числе, что касается Данила. Но я просто помню, там мальчишка еще такое было. То есть из-за исключительно профессиональных качеств вы его позвали, Безусловно. а не из-за того, что он ваш знакомый? Нет, боже упаси. Ну, что за... Так само и Дмитрий Бондарь, который вчера вместе с ним прилетел. Это мой воспитанник в том числе. ЦСКА наряду с этим оформил еще несколько покупок. Как правильно отметили, Бондарь, плюс 2 игрока с Куктоша, еще один игрок с Равшана. В общем, 6 покупок в общем. И были ли согласованы все эти переходы с вами? Ну, скажем так, они были согласованы, но людей я не видел. А когда увидели? Что с вами Ну, произошло? честно, я пока не расстроился. Пока Пока не расстроился, нет. Пока. Итак, первые впечатления... Извините, я вас перебью. Дело Давайте. в том, что, как мне сказали, что до моего прихода с ними были согласованы то, что они придут, поэтому, ну, с одной стороны, было не тактично им отказать, а с другой стороны, то есть, ну, мы нашли общий язык, мы нашли. У меня по этому поводу нет разногласий. Сергей Георгиевич, каковы первые впечатления от команды? Они есть. Впечатления есть, естественно, но они такие, что, как и любой человек на моем месте, сказал бы, что хотелось бы лучше. На самом деле хотелось бы лучше. Тем более, что так получилось, что когда приехать в межсезонье, получается, что игроки сборной были в расположении сборной, молодежной или юношеской, сложно мне понять по возрастам, то же самое. Плюс у некоторых там были семейные проблемы. И получается так, что
в течение, вот я 2,5 недели уже здесь, и практически каждые 2-3 дня, 2-3 человека новых, а это нужно объяснять свои требования, чтобы люди понимали, воспринимали. Тем более, что, ну, откровенно говоря, все, что касается вот с уровнем подготовки, то, что называется школой там или так далее, ну, вопросы есть, и необходимо их, в общем-то... Согласны с мнением, что ЦСКА не хватает качественных игроков? Знаете, мне сложно судить, там, говорить о тех тренерах, которые работали до меня, и тех тренеров, которые работали с ними в юношеском возрасте. Ну, вопросов очень много в отношении, как мы говорим, школы футбольной и восприятия тех требований, которые тренер предъявляет для выполнения той или иной задачи. Вот с этим проблемы есть. То есть уже невооруженным взглядом видно, что ребята прошли слабую школу футбола или как? Да, недостаточная школа футбола, вот, тем более, что я попросил, чтобы я посмотрел и дублирующий состав, и здесь играли, по-моему, Ю-17 команды, чемпионат был. Я посмотрел, что тенденция, в общем-то, то, что я, по крайней мере, я не видел Истеклол, я не видел Худжан, те команды, так сказать, ну, по таджикским меркам топовые, так сказать, играющие в АФК турнирах, я не видел, поэтому говорить не могу. Но учитывая то, что у меня есть мнение, мои воспитанники тоже, Артем Вороновский был в Истеклоле, Бондарь был в Худжанде, я могу судить о том или ином уровне подготовки ребят для того, чтобы, в общем-то, можно было выполнять какие-то задачи. А в чем сказывается именно их нехватка в подготовке? Тактическая неграмотность или же Знаете, в этой технической части? Если честно, это такой немножко профессиональный разговор. Я не хотел бы, так сказать, все это. Сейчас все говорят о тактике, понимаете? Сейчас, ну, это популярная тема, которая все понимают. Если человек не бежит, то ты ему любую тактику поставь. Если человек не принимает мяч, ты ему любую тактику поставь. Если он не отдает передачу заведомо более выгодную, о какой тактике речь может идти? Это просто популярная тема. Сейчас все, знаете, вот есть такая, она такая немножко фривольная шутка, что в женщинах, в политике, в шашлыке и в футболе разбираются все мужчины. Так вот теперь, можно сказать, и в тактике разбираются все мужчины. Поэтому это разговор профессиональный. Поэтому мне сложно судить о тактике. Мы пока еще не играли, я не знаю, как это будет выглядеть на уровне других команд. Но мы стараемся все сделать для того, чтобы, в общем-то, достойное место у ЦСКА было не то, которое сейчас. Так, сейчас делать какие-то выводы поспешные рано, но 3 главных отличия таджикских команд от команд Украины. Знаете, я небольшой специалист в таких, в общем-то... Ну давайте в лице ЦСКА будем судить таджикский футбол. Какие 3 главных отличия? Ну, вот как мне кажется, опять же, говоря максимально толерантно, ну, Давайте будем говорить реалистично. Очень невысокий уровень подготовки самих футболистов, то, что мы называем техническим мастерством и обучаемостью. И когда я посмотрел эти игры детских команд и юношеских команд, я понял, почему так. Потому что там та же самая ситуация. По мячу бьют далеко, кричат: выбей подальше от ворот, неважно, кто там чужой, свой, выбивать во что. Первым делом нужно выбить мяч. И когда я обратил внимание, что практически в игровых сериях, в игровых упражнениях 3-4 игрока, находящиеся рядом друг с другом, практически не видят друг друга, для меня это просто было, ну, открытие. Плюс, ну, практически никто не владеет левой ногой для правшей. Практически ее не существует. Как говорят, есть такое выражение, немножко такое разгульное, но тем не менее, нога для ходьбы. Для вас это очень важно, чтобы футболист играл 2 ногами? А я, знаете, я всем, и детям, и взрослым задаю один простой вопрос. И, кстати, могу и вам такой вопрос задать. Давайте. Ну, вот говорю, вот у человека 2 ноги. Так. У сороконожки 40 ног. Так случилось в жизни, что сороконожка потеряла 1 ногу. Насколько уменьшилась ее способность, так сказать, пользоваться ногами, это 2,5%. 40. А у человека 50%. Так, сороконожка, может быть, имеет право без 1 ноги быть. Как может быть футболист без 1 ноги? Но почему тогда большинство людей умеет писать правой рукой, но не умеет левой, и это не проблема? На 50% по факту он отстранен. Потому что по факту любой человек, которого встретите на улицу, футбольнет мяч правой ногой. Но мы говорим о деле профессиональном. Нет писателей, которым необходимо писать левой рукой. Такой необходимости нет.
А в футболе есть такая необходимость. Играть двумя ногами, играть головой. Месси умеет играть только левой ногой. Неправда. Правая ему нужна? Это все обман, неправда. Посмотрите, какие голы он забил право. Посмотрите, удовольствие получите. Нелепые. Абсолютно логичные, классные. При росте 1,70 м сколько он головой забил, обратите внимание. Очень мало. Достаточно для его топового значения игрока, который не работает на острие, а работает с глубины, великолепно, абсолютно. Давайте вспомним последний гол, когда Месси забивал головой. Знаете, Я помню всего один гол в его вы карьере. Вы найдите статистику, это все далеко не так. Возьмите того же Роналда, возьмите Роналдиньо, Роналдо феномен, он играет двумя ногами возьмите одинаково. Неймара возьмите, Эти возьмите Мбаппе. Нельзя сравнивать этих футболистов с игроками ЦСКА. Я вам говорю в отношении того, что не надо много ума для того, чтобы это делать. Надо просто систематично этим заниматься. И это поможет, знаете, вот есть такое в том числе выражение у тех же дискоболов, что для того, чтобы лучше летел мяч диск правой рукой, немножко пробуйте и левой. Потому что если вы немножко знаете физиологию, перекрестная ситуация в голове и так далее, это помогает, это стимулирует. А в футболе это, это, мягко говоря, это кусок хлеба. Это твой кусок хлеба. Чтобы мозг был целиком задействован. Безусловно, безусловно. И футбол стал настолько, обратите внимание, вы смотрите наверняка футбол, смотрите, если раньше, так сказать, практически все поле, там 70 на 100 занимали футболисты, то сейчас так называемые большие коалиции, то есть там, где 5, 8, не 5, 8, 10, 12 игроков находятся на очень ограниченном участке поля. Там просто некогда забегать под правую ногу, там нет времени для этого, нет, абсолютно. Поэтому это нужно использовать. Мы просто много сейчас уделяем внимания левой ноге, но это как один из элементов, понимаете? Вы какой-нибудь матч ЦСКА в записи просмотрели? Мне сказали, что посмотрим, но пока еще не посмотрел. Мне пообещали. Я очень советую вам посмотреть матч ЦСКА Памир Хатлон. Матч завершился в ничью 0-0. И защитник ЦСКА выбивает защитнику Хатлона, защитник Хатлона выбивает защитнику ЦСКА. Что вы собираетесь с этим делать? Я же вам сейчас сказал то, что в детском футболе я увидел. Изначально... Нет, проблема существует. Проблема нет контроля мяча. Побыстрее бы избавиться от мяча, выбить вперед. Потому что нет уверенности в себе. Нет как привить уверенность? Теми игровыми упражнениями, игровыми действиями, которые я использую в своем тренировочном процессе. Это игра в малых коалициях, когда играют, так сказать, мягко говоря, 2 в 2, 3 в 3 и так далее, когда больше соприкасаешься с мячом, больше у тебя возможность моделировать ситуации, открываться для того, чтобы получить мяч. И сделать все таким образом, чтобы это все перенести на конкретный футбольный матч. Что имеется в виду? Если мяч находится, например, в центре поля, то игроки, так сказать, пусть ближе к правой бровке, игроки правой части поля, там, защитник, опорный, вингер там, и так далее, они должны создать коалицию и сделать большинство на участке поля. После этого можно речь вести о том, что мяч может быть под контролем с тем, чтобы другие игроки в это время перемещались. Контроль ради контроля, ничего не нужно. Сейчас настолько популярно слово стало контроль мяча, как будто контролеру нужно на заводах где-то что-то проверять. А в футболе не нужны контролеры. Футболисты, которые нужно мяч, владеть мячом, контролировать его, для того, чтобы твой игрок был в более выгодной ситуации, в более выгодную зону двинулся. Вот это вот важно. То есть вы не приветствуете контроль ради контроля, Безусловно. а контроль ради достижения другого результата? Безусловно. Для перехода в атаку? Безусловно. Если, это ж физика. Футбол это практически все физика. Если здесь много людей на маленьком участке поля, где-то же есть большое поле, мало игроков, мало зон, где нужно игроки быстрые, креативные, там двуногие, которые могли бы это все сделать, сделать остроту. Вот 2,5 недели тренировок помогли вам приблизительно отсеять ненужных вам игроков от нужных? И приблизительный стартовый состав? Для меня главное, нет, для меня главное было осознать все то, куда я попал и что с этим делать. И с этим я стараюсь делать. А игроков, безусловно, я обратил. Но тут понимаете, как сложно. Перерыв был, кто-то уехал по семейным делам, сборников не было, и там, и там, и там. Поэтому взяли ребят чисто для количества из дубля, чтобы хотя бы тренировочный процесс был полноценным. Сейчас кого-то мы оставили из дубля, так сказать, еще пока. Кого-то мы попросили, что больше не нужно, игроки возвращаются. Плюс новые приобретения, которые сейчас есть, в общем-то, их нужно
приобщать, мягко говоря, к делу. По факту получается немножко такой не телевизионный формат, если бы мы с вами беседовали отдельно. Получается, что тренируешь одних, а играть придется с другими. Понимаете, о чем я? Что начал тех, кто есть, Можно подробнее? много дубля, потом 1-2 пришло, убрали, 1-2 пришло, а требования то твои нужно и к новым прививать. И получается, вот сейчас уже практически все обновилось, а до чемпионата осталась неделя. Вот кубок уже через неделю. А некоторые только сегодня пришли на первую тренировку. Вот о чем. Для жестких тренеров, с кем он тренировался, тех он и пускает. Обычно на поле. Ну это правильно для В любых. Европе ведущий игрок опоздал на тренировку, все, дверь закрыли, его не пустили на тренировку. Так и есть. Что мешает пустить на поле тех, с кем вы работаете, а не тех новичков, которые приходят из других команд? Нет. Я и пущу тех, кого я приму решение по ним. Абсолютно. Ведь новички ж не опоздали на тренировку, новичков только подписали. Я посмотрю ситуацию. Завтра у нас есть контрольная игра, посмотрим еще там в том, чем есть. Понимаете, тут нужно найти хороший баланс между своими принципами и той необходимостью достичь результата. Тут гордыня, она, в общем-то, не знаю, может быть, кому-то помогает. Нет, надо найти баланс. Баланс нужно найти. В эту жару, сильную жару для Таджикистана, причем аномальную жару, вы проводите 2 тренировки в день. Вы не думаете, что это может сказаться негативно на футболистах? Нет, я их очень жалею, во-первых. Я люблю футболистов, жалею. А принцип, знаете, какой детского сада есть? Говорит, как нужно относиться к детям? А как? Говорит, бить и еще раз бить. Послушать, что живой, и опять бить. Только под словом бить, я понимаю, воспитывать, учить, образовывать, чего-то хорошему сделать. Тем более, что мы нашли возможность сделать какую-то работу, мягко говоря, как вы говорите, аномальную жару максимально рано. Потом у нас есть возможность быть в тренажерном зале, какую-то работу сделать и завершить работу здесь. А игровые, так сказать, действия, какие-то, то, что называется на языке профессионалов, в малых, больших коалициях занятия, мы проводим уже, настолько это возможно сейчас. Как оцениваете качество газона, на котором вы тренируетесь? Как по мне, оно недостойно, скажем, для самых лучших тренировок. Скажу так, что для меня вообще странно, что поле, на котором играется высшая лига, и оно же является тренировочным. Я был просто, честно говоря, не ожидал такого, скажем Во так. второй лиге Украины такого нет. Во второй лиге, по крайней мере, там есть кроме этого еще что-то. То есть максимально бережливо используют этот газон. Вполне вероятно, во многих командах, где я был, где я работал, есть дополнительно то ли синтетика, то ли половинка поля, то ли каким-то образом, такого нет, чтобы... Это сложно, это очень сложно. Мы слишком много зациклились на футболе, особенно на тактических схемах ЦСКА. Давайте поговорим о более общих темах. А как вам Таджикистан? Что самое запоминающееся бросилось вам в глаза, как только приехали? Честно... Я знаю, что за 2,5 недели вы только видели поле ЦСКА и дорогу, которая ведет к нему. Больше ничего не видел, точно. Общие впечатления? Это точно. Обратил внимание на наряды женщин, потому что, честно говоря, не знал. Вот вроде интересуюсь, не считаю себя кем, но не знал. Поначалу думаю, я спрашиваю, а что, какое-то событие наряженное? Может, потом говорю, так что, во всем городе какая-то свадьба или праздники? Что за такое? Мужчины ходят кто как, а женщины такая традиция, так все есть там. Так есть, значит, есть. Это мне было интересно. Я, безусловно, сделал несколько фоток, отправил домой, и мне там и дочка, и жена говорит, а что это такое, что случилось такое? Вот так получается, что вот такая. Это вот что, и, это такое более лирические вещи. То, что очень жарко, это сложновато. Но знаете, жарко, но тем не менее мы провели только 2 дня по одной тренировке, потом провели какую-то контрольную игру с дублем, такая она, какая получилась, такая получилась. А потом у нас был двухразовый режим, но у нас просто выхода нет, надо готовить людей, готовить. Как боретесь с жарой? Никак. Терпите? Пью воду, терплю. Таджикистан и Украина – 2 страны, которые входили в состав СССР. 3 общих черты, 3 отличия в общем. Ой, я не знаю. Вообще? Я не готов, честно, не готов. 3 черты, мне сложно. Само собой, религия, так сказать, другая, тут это все понятно.
такие вещи очевидные. Ну хорошо, давайте тогда пропустим это. Я не готов, честно, Хорошо. не готов. Только не готов, потому что не хочу обижать Таджикистан, потому что могу глубоко не понимать в этом, это неправильно. Ну, вот лучше я не знаю, не скажу, не знаю. Кто ваш идеальный тренер? Вы знаете, такого нет. Такого нет. Мне, кому о- вы мне, стремитесь? мне очень нравится Фергюсон, очень нравится. Чем? А когда больше о нем стал узнавать, много очень. Это ж, это классический, в нашем понимании, не тренер. Это классический, мягко говоря, начальник команды. Это генеральный менеджер, который иногда и на тренировках то не был. Там совсем другой подход, совсем другая ментальность, все по-другому. Тот же Мауриньо, эмоции, эпатажность, я это отметаю. Для меня важен результат. Где работал, везде практически есть результат. Хотя он настолько знает, наверное, себе цену, что не стоит перед какими-то такими сложностями, знаете, там работать, не работать, за работу держаться. Нет, он такой, так, все. Возьмите Эме Жаке, который стал чемпионом мира. Вот он простой учитель физкультуры. Он никогда, он во дворе футбол не играл. Кстати, вот я только сейчас пришла такая мысль. Он просто учитель физкультуры был, занимался с детишками, потом пришел и стал, потому что, Но согласитесь, насколько эпатажным и знаменитым не был бы тренер, если нет результата, безусловно, то его никто не примет. согласен абсолютно, абсолютно согласен. А Фергюсона почему приветствуете? Из-за того, что в нужный момент он мог ударить любую звезду бутсой по лицу? Ну, не любую, одну он бил, которую Ну, все знают. Да, да. но главную звезду. То есть он показывал, кто здесь хозяин. Безусловно. Это важно? При условии, что если бы взять чисто сторону финансовую, да, то тот же Бекхэм получал раза в 4 больше его, наверное. И казалось бы, там, типа, знай меру. Никакой меры нет. Мера то, что он говорит, я зашел в раздевалку, и все остальные для меня не то, что не существуют, все остальные это для того, чтобы я вместе с ними решил главную задачу. Но главный здесь я. При условии, что он никогда не якал, что я тут, все остальные никто. Нет, абсолютно уважительно очень относился к игрокам. Но в самый ответственный момент нужно брать на себя ответственность. Что вы делаете со звездными игроками? Те не звездные игроки, которые зазвездились, которые ведут себя уже по-другому. Знаете, футбол это же педагогика, психология. Естественно. Прежде всего. Поэтому, если у тебя есть, по-украински хист, сейчас как по-русски это будет, не знаю, сейчас быстро сказать, есть способность в своем арсенале большом педагогических, психологических каких-то тестов или ситуаций поставить игрока, привести его в чувство. Значит, ты тренер, а если нет, тогда просто-напросто тобой будут управлять. Жизненный опыт, какая-то работа, какое-то что-то позволяет мне, в общем-то, приводить в чувство очень быстро. В ЦСКА есть такой игрок? Я пока таких не вижу, нет. А если выявится? Да не будет таких. Я вам говорю, не будет. Исключено, даже думать не хочу. Зачем? Будем надеяться, что действительно не Да, я будет. думаю, нет, не Сергей будет. Георгиевич, спасибо огромное вам за беседу. Очень многое мы узнали, как-никак новое лицо для таджикского футбола. А мы, уважаемые телезрители, будем продолжать искать интересных людей для беседы. На этом наша передача подходит к концу. Следите за нашими передачами. Пока.